Кровопийцы не пройдут. С земли не поднимать, руки мыть с мылом. В Альметьевске начались акарицидные обработки. Мошенники 9, альметьевцы 0. Если есть сомнения, положить трубку и позвоните 02 или 112. За последнюю неделю махинаторы нанесли горожанам ущерб в 2 миллиона рублей. Полицейские доставляют профилактику на дом. Чтобы не пришлось учиться заново. Основным вызовом является это подготовка специалистов, приближенных к производству. В Альметьевске обсудили будущее профессионального образования. В эфире новости Юго-Востока Татарстана, в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. Людей в защитной одежде, распыляющих специальный раствор, сегодня могли заметить жители Альметьевска. На городских площадках прошла обработка против клещей. Какие территории станут безопасными для прогулок, что нельзя делать в первые дни после акарицидных мероприятий и как проверят эффективность процедуры, узнала Катерина Машинцева. Чтобы приятная прогулка по парку не закончилась неприятной встречей с клещами, специалисты проводят акарицидную обработку. Ей предшествовала обработка от грызунов, которая прошла 4 апреля. Настала очередь клещей. Команду вышагивающих строем дезинсекторов в защитных костюмах горожане могли видеть утром на каскаде прудов. Сегодня началась противоклещевая обработка парка «Грызун» в городе. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии рекомендуют горожанам воздержаться от прогулок на обрабатываемых территориях в этот день. У входа на каждую из них появились вот такие яркие аншлаги и объявления. А если все же побывали в таком месте в день обработки, эпидемиологи советуют. Если все-таки посетили, то ничего не поднимать с земли в течение недели, также мыть тщательно руки с мылом и обрабатывать антисептиком. В резервуар за плечами дезинсектора помещается от 16 до 20 литров специального раствора. Опрыскивание инсектицидом производится по периметру и всей площади территории. Начали обработку с каскада прудов от улицы Шевченко. Через несколько дней специалисты оценят, были ли эти мероприятия эффективны. На 3-5 день после обработки мы проведем контроль эффективности. Также наши специалисты выйдут с белыми флагами, проверят всю площадь. А затем также будет проведена на 15-20 день. Если число клещей не превысит 0,5 на 1 флагокилометр, значит акарицидная обработка была успешной. В этом году по Альметьевскому району уже зарегистрировано 80 укусов клещей. Все случаи произошли в лесных зонах или садово-дачных участках. Специалистами были обработаны также парк Здоровья, Комсомольский парк и весь каскад прудов до улицы Советской. А за 15-20 дней до празднования Сабантуя такая же процедура ожидает городской Майдан и Майдан в Нижнем Актаме. Катерина Машинцева, Эльнур Залятов, Новости Юго-Востока. Мошенники 9, альметьевцы 0. За минувшую неделю махинаторы нанесли горожанам ущерб в 2 миллиона рублей. Заказ еды, спасение близких, перевод денег на безопасные счета и покупка акций. Аферисты пользуются отработанными схемами, и их надежность подтверждается почти каждый день. Правоохранители вновь проводят поквартирные обходы, чтобы жертв мошенников в будущем было как можно меньше. Люди от истерики переводят деньги. Я это слышала уже, мне по телефону звонили. Я сразу отключаю все, меня сын все время контролирует. А кому-то так сильно не везет. Недаром полицейские вернулись к одному из самых старых методов профилактики – по квартирным обходам. Если есть сомнения, положить трубку и позвоните 02 или 112. Хорошо. Вот. И можете попросить их координаты, если они такие смелые. Или назначить им встречу возле УВД. Сразу откажутся. На этот раз правоохранители и дружинники навестили жильцов 39-го дома на улице Гафиатуллина. Для всех простой инструктаж, не отходя от двери. С незнакомыми не разговаривать и в любой непонятной ситуации сразу звонить в полицию. Это если вкратце. Да, говорят, что попали в беду дети. Там приезжают курьеры, деньги забирают. Это все мошенничество. Во-первых, надо звонить родственникам в дежурную часть. Бдительным быть, не переводить деньги. И банки у нас тоже не работают по телефону. Никакие кредиты, там никуда не надо оформлять. Ваш родственник попал в беду, переведите деньги на безопасный счет, и из десяток других схем не просто так стали классикой преступного жанра. Статистика МВД показывает, что они работают надежно, как швейцарские часы. Они прошли определенные курсы обучения, а наш народ теряется, начинает производить те действия, которые не нужны. Вообще, я бы попросил, знаете, вообще первое, что нужно нам до людей довести, это ни один банк не работает по телефону. Только за последнюю неделю жертвами мошенников стали 9 человек. И в общей сложности альметьевцы остались без 2 миллионов рублей.
Больше 100 студентов и педагогов собралось в Альметьевском политехническом техникуме. Форум «Современное профессиональное образование» собрал участников почти со всей республики. Они обсуждали перспективы профобразования, его проблемы и пути их решения. Основным вызовом является это подготовка специалистов, приближенных к производству. Забудь все, чему тебя учили. Это наставление отражает главную проблему образования, по мнению потенциальных работодателей. Чтобы заезженные фразы производственники на местах не повторяли вчерашним выпускникам, нужно готовить кадры вместе, в идеале с первых дней. Все нужно начинать с первого курса, с общеобразовательных дисциплин. Мы пересматриваем даже там все практические занятия, подгоняем те задачи, те практические занятия, те лабораторные работы под ту специальность, на которой они учатся. И что касается общеобразовательных дисциплин, то педагоги все чаще слышат от студентов: почему мы не приходим к профессии? И для них это очень важно. Английский язык в учебной программе студентов Альметьевского политеха с первого курса до последнего. Но спецлексика начинается только на 2 последних. Милюша Миндубаева считает, что первый курс обучения дает общее знание английского. И если у студентов есть потребность, то с профессиональным разделом языка можно знакомить и раньше. Для них это становится непонятно, потому что зачем мы сюда пришли. То есть почему нет лексики, связанной с профессией, или она есть, но ее очень мало. И получается, они считают, что теряют свое драгоценное время. К форуму «Современное профессиональное образование» присоединились педагоги и студенты из Казани, Челнов, Альметьевска, Сарманова, Азнакаева, Лениногорска, проще сказать, кого не было. Больше сотни участников из разных отраслей собрались в политехническом техникуме. После вводной части студенты разошлись по своим аудиториям. Кто-то отвечал на вопросы Олимпиады по астрономии, а кто-то защищал свои проекты на площадке поколения будущего. Наша команда будет называться Авиас с латыни. Зарина Самигуллина – будущий ландшафтный дизайнер и строитель. Лесники приехали из Кукмурского района. И, как у многих, кто выбрал путь скорейшего получения профессии и работы, у Зарины подход прагматичный. Я считаю, что профессия ландшафтного дизайнера и ландшафтного строителя достаточно востребованная, особенно для людей, у которых заработок выше среднего, потому что обычно эти люди не занимаются сами такими вещами, а нанимают специалистов. Союз студенческой молодежи против эмоционального выгорания и за скорейшую адаптацию первокурсников. Пары вместо уроков, незнакомый коллектив и дисциплины, курсовые, исследовательские и в конце дипломная работа. Чтобы все это не падало на голову вчерашних школьников как снег на голову, активисты разработали свою программу внедрения в среду. Участие обязательное, но задания несложные. Пример могу привести проектной истории. Это «Письмо на фронт», где нужно рассказать о своем родственнике, который принимал участие в Великой Отечественной войне, и написать ему письмо с новостями из будущего. Форум длился весь день. Поздним вечером участники разъехались по своим районам и городам. Результаты соревновательной части станут известны к концу месяца. Капремонт полным ходом идет в Бавлинском Ледовом дворце. Работы начались около месяца назад. Сейчас они кипят на первом этаже здания. Айгуль Хусаенова наблюдала за обновлением. Здесь у нас будет при входе сразу гардероб для удобства, и охранник уже будет сидеть. Уже при входе видно, какие изменения грядут в Ледовом дворце. Во-первых, уже стало просторнее фойе здания. Здесь в дальнейшем будет и зона ожидания для родителей с телевизором, откуда они смогут наблюдать за тренировками детей. Во-вторых, изменятся места расположения некоторых комнат. В итоге здание приобретет более современный вид. Ледовый дворец заработал в 2007 году. В здании ежегодно проводился косметический ремонт. С годами спортивному комплексу потребовалось обновление. Капитальный ремонт первого этажа объекта сейчас делается на средства гранта в размере 25 миллионов рублей. А также идет софинансирование из республиканской казны в размере 6 миллионов рублей. Будет замена всех дверей. Это по требованию пожарной безопасности. Двери будут соответствовать по ГОСТу Пожнадзора. И запасные выходы все будут заменены. Да, и во всех раздевалках и в коридоре планируется стелить специальное резиновое покрытие.
Выравнивание стен практически закончилось. В некоторых кабинетах рабочие укладывают плитку. У тренеров будут отдельные комнаты со всеми удобствами. Появится еще один кабинет для медицинского персонала. А комнат, предназначенных для раздевалок, будет 10 вместо 7. Они все будут обновлены. Перестройку сделали. У нас была только одна дверь для душевой, а для удобства ребят, для удобства хоккеистов сделали отдельно санузел и отдельно душевую для общего доступа. Также у них будут сушилки для хоккея, для коньков, обработка, санитарная обработка будет в каждой раздевалке. Медсестра Гульчира Альтапова в спортивной школе номер 3 работает 9 лет. Мы очень рады этому. Кабинет совершенно преобразился, стал светлее. Вот кабинет сейчас у нас по требованиям Сампина будет разделен на 2 половины. Первая половина, где мы будем оформить документацию, переодеваться, вторая половина – процедурный кабинет. Также будет заменено и освещение на ледовой арене. Здесь же планируют поменять напольное покрытие, трибуны, сиденья для болельщиков и скамейки для спортсменов. Дополнительно в спортивном учреждении ждут финансирования от Министерства спорта Татарстана на приобретение и установку видеокамер и уличного ограждения. Работы по ремонту первого этажа планируют завершить к началу лета. Айгуль Хусайнова, Булат Минязов, новости Юго-Востока. 25 апреля некоторые дома и учреждения Альметьевска останутся без холодной воды. Это связано с заменой запорной арматуры в районе улицы Радищева, 73, сообщает Альметьевск водоканал. Отключение затронет ряд домов на улицах Радищева, Ленина, Белоглазова, Чехова, Чернышевского, Толстого, Чапаева, Советской, Жуковского, Пушкина. Также без воды будут 13 и 19 школы, 44, 52, 55, 57 и 65 детские сады, психоневрологический диспансер, медсанчасть со стороны Радищева, пожарная часть номер 15, детский дом, соцзащита, дворец спорта юбилейный, Ледовый дворец и другие объекты. Подача водоснабжения будет прекращена с 8 часов утра и до окончания работ. Больше новостей вы сможете найти на нашем сайте. Пишите нам в соцсетях и напрямую в мессенджере WhatsApp. Связь с редакцией стала проще и в Телеграме. Свои новости вы можете присылать в удобный чат-бот. Найти ссылку сможете в нашем Телеграм-канале в закрепленном сообщении. Не переключайтесь, мы вернемся после короткого перерыва и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Бывших не бывает. Ветераны полиции отметили профессиональный праздник. Это классика, это знать надо. Воспитанники подростковых клубов выяснили, кто лучше помнит стихи великого татарского поэта. В рядах Совета ветеранов отдела МВД по Альметьевскому району сегодня состоит 254 человека. Накануне они встретились в местном отделе полиции на торжестве по случаю Дня ветерана органов внутренних дел. Сколько лет вы проработали в органах? Если календарно, 18 лет и 4 месяца. А если от строгого расписания отойти, то 21 год Юрий Григорьев отдал службе в правоохранительных органах. В 1980-м пришел на службу в отдел участковых. Проработав там 5 лет, перешел в дознаватели. И еще через 5 в 90-м стал следователем. В следственном отделе трудился до самой пенсии. В отставку вышел в 98 году. Не так давно он и другие ветераны МВД отметили профессиональный праздник. Есть предложение почтить память наших погибших при исполнении. Ветеранское собрание началось с возложения цветов к мемориалу. На гранитных плитах имена тех, кто отдал свои жизни на фронте, больше 30 человек, и тех, кто следил за порядком в тылу и после, уже в мирное время, 10 человек. Профессиональный праздник для альметьевских ветеранов-правоохранителей растянулся на 2 дня. Формально его отметили 17 апреля. И настало время части торжественной. Если считать постоянных членов Совета ветеранов, то их в рядах 254 человека. А если всех пенсионеров-правоохранителей, то получится на 120 больше. На одном из самых важных событий в карьере любого полицейского, присвоение первого офицерского звания, ветераны присутствуют в обязательном порядке. Свои первые лейтенантские погоны получила Лейсан Демьянова. Для получения первого офицерского звания прибыло.
Лисан трудилась муниципальным служащим при местном отделе ГИБДД с 2018 года. Вместе с автоинспекторами она выходила в рейды, вместе со специалистами БДД проводила профилактику дорожной безопасности среди детей и подростков. Теперь служит в отделе по исполнению административного законодательства. В основном приходят граждане узнавать свои штрафы. Мы проверяем, смотрим, направляем их. У кого-то много по 20-25, это которые вовремя не оплачивают штрафы. Тоже объясняем, помогаем. Есть те, которые приходят по эвакуации. Автомобиль оставляют в неположенных местах. На празднике побывал и Юрий Григорьев. Общение с бывшими коллегами-следователями для него не просто досуг. Необходимость. Он адвокат по уголовным делам. Первый бывший кабинет, где я начинал работать уже в этом отделе после участкового инспектора, вот этот вот кабинет. Здесь был кабинет дознавателей. Вот в этом кабинете я 5 лет сидел. Ни один ветеран не может сказать, что на заслуженном отдыхе скучает. Кроме воспитания и обмена опытом с новым поколением правоохранителей, у многих есть основная работа. Кто-то ушел в службу безопасности частных компаний, кто-то в адвокатскую практику, кто-то получил еще одно образование и работает по другому профилю. А кроме этого, районный совет ветеранов может предложить им и спортивный досуг. 137 лет со дня рождения Габдуллы Тукая отметили в одном из подростковых клубов Альметьевска. Чтецы от 12 до 18 лет декламировали стихотворения поэта на русском и татарском языках в рамках конкурсной программы. За творческим состязанием наблюдала наша съемочная группа. В 20-й раз в Альметьевске прошел ежегодный конкурс чтецов стихотворений Габдуллы Тукая. Традиционно в нем принимают участие воспитанники подростковых клубов города. Соревнуются школьники в двух возрастных группах. Первая от 12 до 14 лет и вторая от 15 до 18 лет. Когда я глаз от глаз не отвожу, молчу лишь да-да на все твержу. Ты думаешь, что все я понимаю, поскольку я как статуя сижу? Нет. Смысл рассказа темен для меня. Амир Шангареев – представитель старшей возрастной группы. Парень выбрал для конкурсной программы стихотворение «Беседа». В отличие от персонажа Габдуллы Тукая, юноше понятен смысл рассказа. Скорее всего, печальная история. То есть он залюбовался на девушку, она ему что-то рассказывала, он ее не слушал, а в конце она ушла, так и не поняла, что он влюблен в нее. Как и Амир Шангареев, многие школьники выбрали стихотворение о любви. А если увижу, как заяц бегу, встречи случайно зажмурю глаза, будто меня опалила краса. Стихи напишу о лучах этих бус. По словам Виктории Чебулаевой, материал для конкурса ей долго выбирать не пришлось. «Странная любовь» – именно так называется стихотворение, которое она представила, сразу запало в душу. Мне очень понравилось это стихотворение, оно мне, так сказать, запало в душу, поэтому я его выбрала. Состязание юных чтецов проходит по инициативе подросткового клуба с символическим названием «У Тукая». Проводится оно для того, чтобы привить школьникам любовь к поэзии и познакомить их с творчеством поэтов республики. Большая проблема и задача воспитать в подростках любовь к поэзии и литературе. Ведь сколько дней эти подростки выбирали, потом учили, рассказывали вслух эти произведения, репетируя в клубах, которые поразили их самих этой красотой поэзии, затем поразили своих ровесников, и вот сегодня поражают этой красотой уже наших членов жюри. Мастерство ребят оценивали журналист, педагог по татарскому языку и актриса Альметьевского драмтеатра. Отличившиеся чтецы выступят на втором этапе конкурса 26 апреля. Победители состязаний получат дипломы. Елена Бауэр, Эльнур Залятов, Новости Юго-Востока. Почему татарский важно учить с детства, обсудили в Лениногорске. Там прошел зональный семинар воспитателей, обучающих малышей родному языку. Как сохранить культурное наследие народов Татарстана, узнавала Наталья Лакомкина. Семинар воспитателей, обучающих детей татарскому языку, проводился в зональном масштабе впервые. Кроме лениногорских педагогов, здесь собрались представители детских садов из Азнакаева и Бугульмы. Свой опыт работы по приобщению к народной культуре и традициям участники представили на выставке. Вообще мероприятие проводится ежегодно для того, чтобы повысить профессиональный уровень, мастерство педагогов и дать им возможность выступить и поделиться своим опытом.
Семинар проходил в детском саду номер 22 не случайно. Дошкольное учреждение работает с уклоном на национальное образование. На форуме говорили о том, как сделать так, чтобы не произошло утраты культурного наследия народов Татарстана. Елена Никифорова, воспитатель с 30-летним стажем, говорит, что педагоги детских садов, как никто другой, понимают, что важно начинать эту работу с детьми как можно раньше. Культура народная – это кладезь вообще духовности, нравственности, патриотизма. Поэтому тема эта очень актуальна и важная уже на протяжении нескольких лет, и будет она актуальной всегда. Потому что вот эта преемственность между поколениями очень важна, и главное ее не утратить и не потерять. Участники рассказали о современных подходах в обучении дошколят родному татарскому языку. Гости из соседних районов поделились собственными разработками, показали авторские игры, которые используют в практике, провели мастер-классы и квесты. В завершении каждый имел возможность высказать свои мнения и пожелания. Наталья Лаконкина, Николай Орехов. Новости Юго-Востока. Очередной республиканский чемпионат любительской футбольной лиги стартовал в Альметьевске. В новом сезоне не обошлось без нововведений. Юго-Восточная и Казанская зоны объединились. Теперь конкуренцию альметьевским футболистам составят игроки из Чистополя и Казани. Непогода не стала преградой для любителей футбола. В этом сезоне фавориты турнира – казанские команды «Сокол» и «Нефис». За ними идут игроки из Нижнекамского нефтехимика. В этом году в чемпионате Татарстана принимает участие 16 команд, больше 200 человек. Сейчас стартовал групповой отборочный этап, а финальные матчи лиги начнутся ближе к лету, в конце мая. Пока только известны предварительные игры групповые, а затем уже будет известно, когда будет проводиться плей-офф и место проведения все-таки, потому что обычно плей-офф казанская группа проводила всегда в Казани, а сейчас, может быть, и другие города возьмут. Первая игра сезона, альметьевский «Альмет» против чистопольского «Труда», закончилась в ничью 2-2. Альметьевцы отметились голами на 32-й и 93-й минутах матча. Хотите больше новостей? Заходите на наш сайт. Интересно получать информацию в удобном формате? Для вас работает наш телеграм-канал, где вы можете поделиться вашими новостями, задать вопрос или оставить комментарий. ЮВТ-24 всегда на связи. Написать нам можно в соцсетях и в мессенджерах WhatsApp и Telegram. На этом у меня все. До встречи в эфире.